Здравствуйте, с вами снова Майк Ро. До Нового года осталось уже немного, и сегодня мы поговорим о второй версии персика. В самом первом выпуске мы рассказывали именно об этом колоритном котейке, и вот в честь первого зимнего дня персик переродился на новогодний лад. Поскольку мы приобрели статус познавательного, поговорим о самом ожидаемом празднике года. Новый год – праздник, отмеченный многими народами в соответствии с принятыми календарями. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. До XI века на Руси Новый год начинался не с января, как в наше время, а с 1 марта или с 1 сентября по юлианскому календарю. С 15 века преобладающей датой становится 1 сентября. С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других странах Европы, 1 января. С 2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы, и в соответствии они становятся нерабочими. С 2013, согласно поправкам к статье 112 Российской Федерации от 23.04.2012 к новогодним каникулам добавились 6 и 8 января, а 7 января является Рождеством, а значит мы получаем как минимум 10 выходных. Зима и лето являются самыми главными по показателям заболеваний. Ну, и я приболел простудой. YouTube уже переполнен видео с котейками, а персик стал новогодним, на удивление многих, которые ожидали в виде новогоднего персонажа Спотти. Если судить про песика, то он действительно примелькался, ведь он и на взломанных страницах и сообществах, его много среди подарков, а в этом году появился и в стикерах. Стикеры с новогодним котейкой доступны в магазине уже месяц, а в следующих выпусках мы сделаем обзоры на следующих после котейки персонажей. Подведем итоги нашего проекта за 2014 год. Самым успешным выпуском по просмотрам стал выпуск про оленя, пристанище которого делится на два известных комических паблика. Также в том выпуске мы обозревали футбольную команду «Зенит», покупают которую только фанаты футбола. Самым няшным персонажем по опросу в известных пабликах стала панда Реншу, насчет пола которого идут долгие споры, а ВК ясного ответа по этому поводу не дает. Мы напомним о выходе администрации паблика, о Рожкове, которого задержали на полгода. Участница жюри Виолетта Селинина ответила нам тогда на сообщение и поблагодарила нас за напоминание. 2014 год ознаменован для нас выходом нашего личного стик-шоу, в котором за комическими историями жизненный смысл. На 5-м выпуск наш пришлось много критики со стороны представителей телеканала в интернете. Это было наше личное мнение, а делать выводы вам. С вами мы провели уже 30 выпусков, создали 2 отдельных проекта «Книжный вопрос» и «Летопись подарков». Надеюсь, 2015 будет таким же успешным. С Новым годом вас, друзья!